Это то, что нужно, это что необъяснимо словами. То есть во время исполнения я должен, как мы говорим, завести оркестр. Оркестр должен жить, он должен гореть. Если я буду правильно все делать, но безэмоционально, от меня не будет исходить те самые называемые флюиды, ничего не произойдет то, от чего публика в восторге. Я должен уметь руками передать все, что я хочу от них получить. Это необъяснимо. Иногда, когда я преподаю своим студентам, они спрашивают: вот мы на концерте сделали такой замечательный жест, вот вы не могли бы мне показать? Потому что, а я его не могу показать, потому что я не думаю, как его сделать. Я думаю, как должна прозвучать музыка. Тогда это само собой получается. Мои руки должны быть автономные совершенно. Я должен дирижировать этой рукой так этому показать, этого убрать, этого подстегнуть. Вот. То есть должно быть такое разделение небольшое. Один из гениальных дирижеров сказал: не очень тяжело дирижировать, потому что там сидит фактически 90% потенциальных дирижеров. Вот. И они все знают, как надо, и они тем более знают, как не надо. Очень часто бывает так, что я продирижирую и отдаю так, что я потом 2-3 килограмма теряю после концерта, но через 2 месяца я забываю об этом произведении, когда я вижу, что я его делаю, и начинаю вспоминать и удивляться, что я его когда-то дирижировал. Мой любимый композитор Моцарт. Да? Вот, я его могу бесконечно слушать, о нем можно очень долго говорить, и думаю, что формат нашей встречи не позволяет мне сейчас очень много об этом разглагольствовать. Конечно, я люблю и экспрессивную музыку, да, это что касается Чайковского, что касается Брамса, вот такую. Но это мое личное, но я должен уметь дирижировать все, я должен любить то, чем я сейчас занимаюсь. Я горжусь тем, что я приложил немало усилий для того, чтобы этот симфонический оркестр детский стал действительно симфоническим оркестром. Но начнем немножко с предыстории. Когда в самом начале Хошбауди Дааев, министр культуры Чеченской Республики, предложил создать детский симфонический оркестр, я, как человек, проживший немало лет в творчестве, с недоумением воспринял это его предложение и фактически воспротивился этому, потому что это невозможно. В то время, когда он это предложил, было всего лишь несколько ребят, которые только начинали играть, только взяли инструменты в руки. Вот. Но, тем не менее, я решил этим делом заняться и не жалею, потому что сейчас это гордость не только, наверное, моя, но, безусловно, и филармонии, само собой. Поэтому без той поддержки, которая со стороны Министерства культуры, и без той поддержки, которую оказывает Тамара Султановна Демиханова, директор филармонии, знаете, в других регионах дети сами платят за то, чтобы участвовать в каких-то кружках, в каких-то оркестрах. Да? Здесь же наоборот, Тамара Султановна нашла возможность оплачивать детям их участие в детском симфоническом оркестре, что их мотивирует, безусловно, к правильно и нужно, и дает мне карт-бланш, потому что я имею право от них требовать больше, чем обычно. Я родился в 1 год и фактически в 1 месяц с Ахмад Хаджи Кадыровым.
Ну, если этот великий человек такое сделал, то почему я, родившись с ним в один год, хоть что-то в своей области не попытаюсь сделать? Thank you.